Владимир Путин и Эмомали Рахмон откроют 5 русскоязычных школ в Таджикистане. Президент Радио Свободная Европа Радио Свобода направил письмо-протест на имя Эмомали Рахмона. Талибы вновь просят соседние страны вернуть афганскую авиацию. В странах Центральной Азии за 3 года зафиксировано почти 5000 акций протеста. Президент России Владимир Путин вместе с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном 1 сентября по видеоконференц-связи откроет в республике 5 школ с обучением на русском языке. Об этом сообщает ТАСС. В режиме видеоконференции Путин и Рахмон примут участие в торжественной церемонии открытия в Таджикистане 5 общеобразовательных школ с обучением на русском языке, сказано в записи в телеграм-канале. Как сообщалось ранее, школы построены в 5 таджикских городах – это Душанбе, Худжанде, Кулябе, Бахтаре, Турсунзаде – для продвижения русского языка и культуры в Таджикистане. Они будут оснащены самыми современными средствами обучения. В каждом классе предусмотрены интерактивные панели с выходом в интернет, автоматизированные рабочие места для учителей. Каждая из 5 российских школ рассчитана на 1224 учащихся в одну смену. Планируется, что в учебном заведении будет по 5 классов в параллелях с 1 по 9 классы и по 3 класса с 10 по 11. В каждом классе будет обучаться по 24 ученика. В этом году школа будет набирать учащихся с 1 по 8 классы. Президент медиакорпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Джейми Флай в письме президенту Таджикистана Эмомали Рахмона выразил протест против новой волны преследований и попыток препятствовать работе журналистов радио «Зоди». Данное письмо было доставлено в исполнительный аппарат президента Таджикистана 31 августа. Ответа главы государства или его администрации на это письмо пока не получено, но в прошлом официальный Душанбе всегда заявлял, что в стране созданы все условия для открытой и свободной деятельности СМИ. Флай в письме пишет, что после майских событий в Горно-Бадахшанской автономной области случаев запугивания и преследования журналистов радио «Зоди» и членов их семей стало больше, чем ранее. Он заявил в письме, что репрессивные методы в отношении журналистов радио «Зоди» и членов их семей неприемлемы и полностью противоречат вашим предыдущим заявлениям и заявлениям правительства о поддержке Таджикистаном свободной прессы. Министерство обороны талибского правительства Мухаммад Якуб Муджахид на пресс-конференции своего ведомства заявил, что афганские вертолеты, находящиеся за пределами страны, являются собственностью афганского народа и должны быть возвращены. Об этом сообщает Толо Ньюс. Отмечается, что речь идет о вертолетах Ми-17, которые находятся на территории Таджикистана и Узбекистана. Говорят, что американцы не разрешают возвращать вертолеты в Афганистан. Мы говорили об этом с американцами и сказали им, что они принадлежат афганскому народу, а не являются чьей-то частной собственностью. В конце концов, это имущество должно быть возвращено Афганистану, сказал Муджахид. В мае этого года посол США в Таджикистане Джон Марк Помершайм заявил, что его страна не планирует передавать их талибам. Эта техника не будет передана талибам, потому что она им не принадлежит, отметил посол. При этом американский дипломат не стал раскрывать подробности переговоров Вашингтона и Душанбе по этой авиатехнике. Казахстанский портал «Финпром» на основании информации, собранной проектом данных о местоположении и событиях вооруженных конфликтов, которые специализируются на мониторинге акций протеста по всему миру, насчитал, что за 3 года от 30 июля 2019 года по 20 июля 2022 года в 5 странах Центральной Азии – Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане – зафиксировано 4949 акций протеста. Правда, большинство этих протестов, 84% от общего числа или 4172 акции протеста прошли в Казахстане, 59% или 2915 акций протеста и Кыргызстане, четверть всех протестов или 1257 акций.
Правда, большинство этих протестов, 84% от общего числа, 4172 акции протеста прошли в Казахстане и Кыргызстане, 13% или 661 акции протеста произошли во вроде бы относительно спокойном Узбекистане. Около 2% от всех центральноазиатских протестов или 87 акций протеста за 3 года произошли в Таджикистане, в том числе 20 акций протеста в 2019 году, 28 в 2020 году, 23 в 2021 году и 16 в первые месяцы 2022 года. Центром и основным очагом таджикских протестов являлась неспокойная Горно-Бадахшанская автономная область, но после силового подавления последней волны протестов в этом регионе в мае 2022 года, когда по подсчетам ООН погибло примерно 40 протестующих, этот очаг недовольства населения был подавлен силовым блоком правительства Таджикистана. Оказывается, протесты проходят и в самой спокойной стране Центральной Азии, это Туркменистане. Здесь за 3 года насчитали аж 29 акций протеста. В основном это были так называемые хлебные бунты, когда население, недовольное дефицитом основных продуктов питания в магазинах, выходило на улицы выражать протест, но все эти протесты быстро разгонялись милицией и органами безопасности.